прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Встретились в родном училище спустя 45 лет. Такие же хулиганистые, проказники, вспоминаем многое. Как этот день отметили суворовцы и кто их поздравлял, знает Сергей Хайдаров. Мастер искренних героев. Они учили доброте. Ушел из жизни автор легендарных «Чебурашки» и «Дяди Федора» Эдуард Успенский. Как он делал своих персонажей бессмертными. Об этом Рамиль Шайдуллин. Ударят по шашкам? Они ездят как-то не по правилам. Какие изменения обсуждать столичные чиновники для таксистов? Кому стоит держаться крепче за баранку, знает Альбина Минибаева. Стали лучшими в стране. Пришлось там сразу импровизировать. С теми, кто вернулся с победой из Сахалина, SportSkills, встретилась Альбина Асылгараева. Встретились через 45 лет. Сегодня в Казанском Суворовском училище спустя почти полвека собрался 25-й выпуск курсантов. Среди 58 выпускников первый заместитель министра обороны России. Валерий Герасимов закончил Казанское училище в 1973 году. С тех пор вместе с сокурсниками они встречаются в стенах родного Суворовского почти каждый год. Кто поздравил выпускников в этом году, знает Сергей Хайдаров. В честь праздника на плацу Казанского Суворовского настоящее шоу для выпускников и гостей училища, выступление танцующего оркестра. 300 выпускников, столько человек закончили Казанское Суворовское 45 лет назад. Сегодня на празднике оказались только 58 из них. Вячеслав Кутягин встречается с сокурсниками каждый год. Говорит, с годами они почти не меняются. Изменились внешне, а внутренне мы остались такие же. Такие же хулиганистые, проказники, вспоминаем многое, и сейчас даже не думается, что могло такое быть. Праздник сегодня и у первого заместителя министра обороны страны. Валерий Герасимов в числе выпускников. Именно здесь в 1973 году стартовала его военная карьера. Училище не только нам дало знания, те, которые необходимы для последующего обучения в высших военно-учебных заведениях, но и формировала наш характер. Характера казанским суворовцам не занимать. Татарстанское училище лидирует в стране по всем фронтам. Первые курсанты здесь начали учиться еще в 1944 году. За 75 лет менялось многое, начиная от условий проживания и заканчивая техническим оснащением. Но понятие, каким должен быть суворовец, всегда оставалось неизменно. Это сегодня подчеркнул Рустам Минниханов. Умением работать в команде, ответственность, верность дружбе, терпением, готовностью принимать тяготы воинской службы, волей к победе и гордостью за подвиги наших великих предков. Традиции, заложенные еще 45 лет назад, живы и сейчас. Верность долгу, товарищество, офицерская честь и офицерская дружба. Для них не пустые слова. Выпускники этого года равняются на тех, кто закончил Суворовское много лет назад. За это время многое поменялось в самом училище. Так, в этом году завершается строительство нового общежития на 600 человек. Кроме того, будет достроен крытый ледовый каток, уже отремонтирована столовая и благоустроена территория. Пожалуй, о том, что сегодня в Суворовском училище большой праздник, слышат даже жители ближайших домов. Настолько уверенные, четкие, а самое главное, громко чеканят свой шаг. После праздничного марша традиционное фото 25-го выпуска училища. Сделать новое в том же составе договорились в следующем году. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Честность, мужество, сострадание, доброта и верность. Эти черты и ценности неизменны, все они родом из детства. Сегодня Россия прощается с Эдуардом Успенским. Всемирно известный папа Чебурашки ушел на 81-м году жизни. Вместе с ним ушла часть эпохи, та, что сделана в СССР. Чебурашка, крокодил Гена, Матроскин, пластилиновая ворона – это не просто анимация, это живые символы нескольких поколений. Так в чем же феномен Успенского и почему именно эти герои заслужили всенародную любовь и признание? Рамиль Шайдуллин. Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня. Простота, юмор и плавность анимации. Вот что в 70-х увидели сначала в Союзе, а после увидят и по всему миру. На экраны вышел мультфильм, заявивший, что главные герои могут быть не только людьми или животными, а и ни на что не похожие Чебурашкой. Так Эдуард Успенский назвал свое самое известное детище.
А вот еще один. Сегодня на выставку чебурашек приходят посмотреть как казанцы, так и туристы. Своими глазами и уже легендарными ушами мультяшка известна далеко за пределами страны. Щебурашка, щебура. И просто даже не могут договорить, останавливаются, заминаются. Но в любом случае это все происходит с улыбкой. Изначально невзрачная игрушка. Бытует легенда, что прототипом чебурашки стал бракованный плюшевый заяц. Сначала запало в сердца советских, а после и российских детей. Фабрики их шили и отливали. Иногда по отдельности, но чаще в тандеме, конечно, с Геной. Они не зловещие, как современные мультгерои, а они... Ну, там, старуха Шапокляк просто хитрая, заносчивая, но при этом она все равно это делает по-доброму. У него была про девочку Маша книжка, да? Я тогда в школе работала. И вдруг поняла, что эта книга совершенно взрослая. Вот она для взрослых. Там такой юмор, который понимают и дети, и взрослые. Эти мультики, они учили ребятишек доброте. Поэтому никакой Чип и Дейл с ними не сравнится. Он переворачивал мир детской мультипликации, а чуть ли не каждый персонаж становился символом поколений. Коллеги по цеху считают, такая всенародная любовь родом из детства. Он ходил в детский сад и читал детям свои тексты и смотрел. Если малыш какой-то начинал болтать ножкой или отвлекался, он делал пометку, что в этом месте нужно текст переделать. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Дядя Федор и кот Матроскин, Печкин, Антошка, братья Колобки. Все это его персонажи. И пластилиновая ворона, который вместе с композитором Григорием Гладковым Успенский написал один из самых ярких саундтреков. Напомнится вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки. Он мне всегда напоминал Дон Кихота. Он был борец, такой идеалист со злом. Целая плеяда его героев стали известными сначала в книгах, а после и на экранах. Сам писатель их считал не меньше, чем своими детьми. Есть дети, которые преуспевают, а есть дети, которые там никому не нужны, и они становятся все дороже. Вот у меня есть два персонажа. Всю эту неделю пользователи соцсетей говорят о том, что со смертью Успенского ушла и часть эпохи, та, что сделана в СССР. Именно он мог легко и просто рассказать и показать, что же такое настоящая доброта и из чего сделана дружба. Его колбасно-бутербродный Матроскин и крыска Лариска – единственная в истории, получившая имя собственное, ставшее позже нарицательным. Такие трогательно близкие и удивительно живые. Они живут и после ухода мастера в наших сердцах. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. К другим темам. Больше 1000 человек сегодня вышли на масштабный субботник в Юдино. Он приурочен к столетнему юбилею поселка. Вот уже 2 недели жители в свободное время убирают парки, скверы и улицы. Только сегодня вывезли больше 20 КАМАЗов мусора. Юлия Муратова присоединилась к тем, кто в субботу встал в 7 утра ради чистоты в микрорайоне. Мусор, сетки, все собираем. Бутылки, консервные банки, пакеты, стекла, десятки, а то и сотни килограммов мусора собрались сегодня в Юдино. Перед столетним юбилеем, говорят, поселок будет не узнать. Мы уже здесь 9 часов. Очень весело, дружно. Музыка играет, живая обстановка. Убирали территорию, сажали цветы. Рима Ахмедзянова участвует в каждом таком субботнике. Они в Юдино идут уже 2-ю неделю. Инициативу привести в порядок микрорайон высказали сами жители. Причем с каждым разом участников все больше. И лавочки покрасили, вазоны покрасили. Территория у нас убирается всегда. Сейчас вот хотим покрасить вот этот забор и ворота. Такой масштабный субботник уже 2-й в этом году. Первый проводили в мае в рамках двухмесячника по очистке города. Говорят, это уже добрая традиция, ведь общее дело всех сближает. Берете мешки с собой? Мы стараемся привести зеленые насаждения в надлежащий вид, ненужную поросль очистить, старые ветки убрать, весь мусор подобрать, который раскидан по поселку. И очистка, и покраска деревьев, и покраска заборов. Целый комплекс. Перед столетним юбилеем, который пройдет в Юдино 29 августа, здесь идет не только уборка территории, но идут самые масштабные работы. Строятся новые дороги, обновляются фасады домов и даже ожидается строительство новой ледовой арены. До праздника остается 10 дней, но уже сегодня многое успели сделать. Собрали и вывезли 147 кубов мусора. Это 21 машина. Юлия Муратова, Адель Малахметов, ТНВ, Казань.
За руль только с российскими водительскими удостоверениями. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил исключить иностранных таксистов с правами своей страны. Столичный чиновник объясняет инициативу заботой о безопасности пассажиров. Эксперты говорят, уважающие себя компании такси никогда не примут водителя с удостоверением чужой страны. Альбина Минибаева выслушала мнение. Да, встречаешь водителей, которые неофициально работают, а это просто подработка. Видно сразу? Видно сразу, да. Чужака на дороге таксист Дмитрий Буренин распознает сразу стиль вождения, манера поведения с клиентами. У Дмитрия две версии, так называемый бомбила или приезжий. К последним как раз и возникают вопросы. Приехали в другую страну, здесь совсем все по-другому. Здесь надо соблюдать правила. Обучить российским правилам ПДД предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Брать на работу таксистов только с российскими водительскими удостоверениями. Инициативу озвучил на форуме «Такси в Москве». Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это дополнительные риски для пассажиров. Было бы правильно включить в федеральный закон требования, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами. Это лицензия, разрешение. И этот документ выдают только с российскими водительскими удостоверениями. 30 лет Андрей Анисимов за рулем такси. От столичной инициативы в восторге. Возможно, на дороге станет спокойнее. Ну и знаки не соблюдают, и поворачивают неправильно. Вот у них точно права там такие простые. Сейчас же набирают такси, кого попало. Сейчас компании такси обязаны отказать водителям без российских удостоверений. Но все ли работают по закону? В некоторых случаях отследить это сложно, говорят эксперты. Тяжело отследить именно сервисы такси, которые не имеют, так сказать, своих офисов, да, назовем их так, а интернет именно сервисы. Там, мне кажется, тоже, наверное, должны смотреть, но вот смотрят или нет, это большой вопрос. 25 аварий с водителями из стран СНГ и 28 с иностранцами из дальнего зарубежья. Это статистика инспекторов ГИБДД за текущий год. Среди них 4 смертельных исхода. У российских водителей и клиентов свои критерии. Какому иностранцу стоит называть себя таксистом? Культурно ведет себя с пассажирами, а также у него достаточный стаж, чтобы работать в этой профессии. Почему бы не дать? Какая разница, какие права, какая страна? У любого государства могут быть права, но он же может водить по-разному, так что это уже как фортанет. Марка автомобиля и имя водителя – пока это вся доступная информация при вызове такси. А вот с каким удостоверением приедет водитель – дело случая. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Золотая команда Татарстана по WorldSkills не успела вернуться из Южно-Сахалинска, уже готовится к чемпионату мира в Будапеште. У ребят нет перерыва на каникулы. Так, студенты Казанского техникума информационных технологий и связи сейчас подводят итоги, думают над ошибками и уже готовят новые проекты. Техникуму удалось выйти в финал по 8 компетенциям. В итоге у них 4 золотые медали. С победителями встретилась Альбина Салгараева. Это один из самых напряженных моментов. Фаниль и Хайдар оживили свое творение. Их задача была собрать робота и запрограммировать его для выполнения задач. В итоге у ребят золотая медаль. Все отлично. Камера для манипулятора целые, моторы, приводы. Робот в целости и сохранности перенес перелет. Фаниль бережно сортирует детали. Компьютерами чемпион интересовался всегда. Он вырос в небольшой деревне Мемдель и уже тогда любил собирать и разбирать технику. Чинил мамины утюги и миксеры. Пылесос, стиральные машины. Утюги, все это шло с детства и действительно интересовало меня с детства. Это телефонная патч-панель, она в домах стоит тоже. Вот это патч-панели те же, которые в первой стойке стояли. Это сейчас Булат спокойно рассказывает о соревнованиях. Тогда, говорит, нервы были на пределе. Но при этом он был готов ко всему. Его компетенция – информационные кабельные сети. Он собрал структурированную кабельную сеть, проще говоря, серверную, на золотую медаль. Несмотря на то, что задания были подкорректированы. Изменения были то, что кабель весь поменяли, который, категория кабеля. И другие стенды были, не которые я натренировался. И как ты вышел из ситуации? Не знаю, пришлось там сразу импровизировать. Сейчас. Камиль уже чемпион, но очень скромный и трудолюбивый. Не успел вернуться, уже готовится к соревнованиям в Будапеште. В Южно-Сахалинске его компетенция – графический дизайн. Шел к этому долго, тренировался 2 года, последние 2 месяца – день и ночь. Нужно было разработать фирменный стиль и упаковку для продукта. Первый день я не успела доделывать свою работу. И у меня буквально там 2-3 минуты оставалось, и я успел. Почему? Просто потому что поторопился.
Техникум информационных технологий и связи, а сегодня это уже межрегиональный центр компетенций, был представлен в финале в 8 компетенциях. В итоге 4 золотые медали, 1 серебро, 1 бронза. Победы в том числе и благодаря условиям, в которых готовили ребят. Техникум оснащен по последнему слову техники. Здесь находится основная тренировочная база по многим компетенциям айтишным. Но техникум оснастил не только полигон, но еще оснащен весь полностью, потому что все те навыки, которые приносятся из международных всяких соревнований и тренировок на тренировочный полигон, потом транслируются в учебные процессы. Напомним, что финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходил в Южно-Сахалинске. Итог татарстанской сборной – 71 награда, 33 золотые медали и 2 место. Кирпичная кладка, флористика, дошкольное воспитание, предпринимательство. В течение 3 дней участники показывали мастерство по 63 компетенциям. Победители и призеры войдут в состав российской сборной, чтобы представлять страну на чемпионате Европы в Будапеште. А через год первенство WorldSkills принимает Казань. Альбина Аслгараева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Место, где влюбляются в небо – аэродром Куркачи. Сегодня здесь отмечает 85-летие Центральный аэроклуб Республики. Демонстрация фигур высшего пилотажа, прыжки с парашютом, показательные полеты на самолетах. Посмотреть на татарстанских летчиков приехали 500 человек. А тех, кто в небе – Ленар Гинатуллин. Это пока не Red Bull, но близко. Показательные выступления воспитанников Республиканского аэроклуба посвящаются 85-летию со дня образования. Алсу Камалетдиновой всего 17. Сегодня тоже в небе. Занимается в аэроклубе уже 2 года. Свою жизнь безоговорочно решила связать с авиацией. И сейчас я уже студентка Санкт-Петербургского училища гражданской авиации. На праздновании юбилея аэроклуба не только летчики и стальные птицы удивляли гостей аэродрома. Вот, профессиональные парашютисты грузятся в самолет для показательных прыжков. Задача парашютистов не просто приземлиться, а попасть четко в этот квадрат. Так проверяют их на точность приземления. Здесь стоит специальный датчик, который считывает силу удара. И чем меньше сила удара, тем мягче посадка парашютиста. Попасть в такую мишень с высоты 1,5 километров задача непростая. Это удалось сделать не каждому. Ринат Нуриахметов был практически единственным, кому это удалось. Так и говорят, что парашютный спорт опасен не летальным исходом, а тем, что входит в привычку. Татарстанский аэроклуб единственный в России, сохранившийся с советских времен без потерь в территории, технике и коллективе. Сегодня он не только отмечает свою 85-ю годовщину со дня образования, но и День воздушного флота России. Юбилей у нас был 3 мая, 85 лет. В то время здесь еще и снег лежит, и грязь. Мы обычно на август месяц переносим этот праздник. И день сегодня воздушного флота. Поздравляю всех с профессиональным праздником. Этот праздник здесь отмечают ежегодно и уже в следующем обещают удивить гостей грандиозным шоу. Ленар Гинатуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Военные могут все, в том числе играть музыку. Сегодня на столичных площадках звучат шлягеры. Казань принимает 7-й фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». 600 музыкантов из 14 городов приехали в Татарстан. Альбина Минибаева увидела одни из самых ярких выступлений. На сцене прапорщики, лейтенанты, отслужившие и военные. Кремль – главная площадка фестиваля «Фанфары Казани». Ее начинают осваивать гости столицы. Белорусский оркестр открывает концерт. Я считаю, что вообще это огромная честь открывать вот на этой главной вашей площадке концерт, большой концерт 7-го фестиваля «Фанфары Казани». Со сцены главные шлягеры советской эпохи. И эти песни знакомы не только старшему поколению. Песни нашей молодости, как говорится. Поэтому вперед за душу. И песни знакомые, и настроение хорошее. Не забываем и помним. И, как говорится, наслаждаемся в том числе этой музыкой. Очень классно. Очень классно. А так мы сегодня женились. Можете нас поздравить. 7-й фестиваль «Казанские фанфары» собрал 19 оркестров. Это 600 музыкантов из 14 городов. Военный духовой оркестр – это всегда уникальное событие. Это сила, мощь наших государств. Не только на территории Казанского Кремля, но и во всех парках столицы будут звучать фанфары Казани. Патриотическая, эстрадная и советская. Эта музыка точно никого не оставит равнодушной.
На сцене и ежегодные участники: оркестр Управления Росгвардии Республики. Военные музыканты собираются в Казани с 2012 года. Обыватели привыкли к тому, что духовой оркестр — это какая-то вальсовая музыка, это маршевая музыка. А вот постепенно, потихонечку и эстрадная музыка, и джазовая музыка пришла в наш репертуар. Поющих и играющих людей в форме можно увидеть и завтра. Казанский Кремль остается главной площадкой для оркестров. Но самая лучшая музыка продолжит звучать и в парках. Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все самое яркое, красочное и эмоциональное в нашей традиционной рубрике «В сети». Всем привет! Соскучились по мне? Скучились по мне? Соскучились по мне? Ладно, согласен, уже старая тема. А вот расскажу сейчас уже о новых, о том, что активно обсуждают в интернете и что нас ожидает в ближайшую неделю. Начнем. На этой неделе на улице города были замечены арабы на скутерах. Кто-то из пользователей подумал, что фильм снимают или какое-то нашествие. Я же подумал, что это еще болельщики с чемпионата никак уехать не могут. Оказалось, что это блогеры переоделись для своего очередного ролика. Но самого видео пока нет. Будем ждать. ДТП из ДТП. Парадокс. ДТП порождает ДТП. Вы спросите, как такое возможно? Но я вам скажу, что с нашими казанцами может быть все, что угодно. Девушка ехала и, засмотревшись на аварию автобуса, сама попала в аварию. Девушки, такие девушки. А потом удивляетесь, почему мы вам машину не доверяем. Причем она, наверное, ехала и, увидев аварию, подумала: ну пипец, авария, я бы в жизни не врезалась. Так что, друзья, будьте внимательны и, самое главное, осторожны. Продолжим дорожную тему. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед сам рисует эту дорогу. В Сочи нашелся самый умный водитель. Вы только посмотрите, как этот мужчина из сплошной линии сделал прерывистую, чтобы он мог законно поворачивать. Мне кажется, ему уже позвонили из Силиконовой долины. Такие гениальные люди должны быть там. Ну и пока далеко не уехали, наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. В инстаграме президента на этой неделе много интересных кадров. По этому снимку может показаться, что Рустам Минниханов теперь будет сниматься в сериале «Игра престолов». Но нет, это фото из музея истории рыболовства в Тетюшах. Да-да, и такой музей есть. А пользователи жалуются, что такой рыбы ни в Волге, ни в Каме уже нет. Очень жаль. А вот это вот фото Рустам Минниханов подписал так: передали на испытание Ту-22 М3М. Но я бы это фото назвал так же, как и один из подписчиков президента: 50 оттенков синего. И, наконец, Рустам Минниханов встретился с победителями и призерами чемпионата WorldSkills. Наши молодые профессионалы. А теперь поговорим о том, что нас с вами ожидает на следующей неделе. Во-первых, если вы давно уже копите макулатуру, картон, пластик и так далее, то самое время его сдать на переработку и сделать наш город чище. В Казани откроется около 50 точек, где можно будет сдать вторсырье и получить за это вознаграждение. Пока лето не закончилось, в парках и скверах организовывают концерты, выступления, и они уже все бесплатные. Так что гуглите в интернете и вперед на духовное просвещение. И в это воскресенье в парке Урицева будет празднование ежегодного яблочного Спаса. Организаторы говорят, что будет весело, так что милости просим. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте курсы валют. Да, за неделю доллар, взявшись за руку с евро, подлетели. Вторую позицию занимает матч Рубин-Зенит. К сожалению, наше поражение 0-1. И замыкает тройку премьера фильма «Мэг. Монстр глубины». Немножечко страшный боевик с Джейсоном Стэтхэмом. На этом сегодня все. И чтобы выходные были веселее, вот вам видео с ночных улиц нашей танцевальной Казани. Пока! Yeah.
Такой была картина дня. Впереди еще вас ждет прогноз погоды. Увидимся в 21:30. КанАвто на Мусина объявляет финальную распродажу месяца. 90 автомобилей «Лада» с выгодой до 162 тысяч рублей, либо в кредит под 0% годовых. КанАвто. Мусина 37 230 30 30. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузлер. Лошадиная сила – это бренд номер 1 в аптеках. Экспортируется в 21 страну мира. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun. 4 пятерки, 3 семерки. Снова в школу вместе с Корстон. С 13 по 19 августа приглашаем на школьную ярмарку. Новые коллекции одежды и обуви, рюкзаки и канцтовары. Подробности 279 30 79. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Белки, настал час пик. Шубы с последними летними скидками только до конца августа. В час пик спешите за шубой в Белку на Татарстан 7. Bulg'or radiosi taqdim etadi 30 avgust Piramida Bulg'or radiosunun bayram konserti. Tatar estradasining populyar jirshilari bir sahnada boshlanadi 18 soatda. Обменяем ваш автомобиль с выгодой до 60 тысяч рублей. Азина Авто. Татаржира. В Москве. Дина Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Анвар Нургалиев, Ильмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Тухватуллин, Филюс Кагиров, Гузель Уразова и другие. 11 ноября. Государственный Кремлевский дворец. Ретро-ФМ представляет семейный конкурс «Рисуем сказку». Весь август вместе со своими детьми рисуйте любимых сказочных персонажей. Работы принимаются на сайте рисуемсказку.ру. Красочный финал состоится 1 сентября в парке Горького. Начало в полдень. avgust Piramida konsertlar zalida Bulg'or radiosining bayram konserti. Rahim etiniz. Здравствуйте! Время прогноза погоды на ТНВ. Воскресенье обещает быть ясным. Подробнее через минуту. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики днем плюс 18. Облачно. Жителей северо-востока порадует солнце, плюс 20. На севере Татарстана малооблачно, 20 тепла. На северо-западе республики солнечная погода, плюс 20. На юго-западе Татарстана воздух прогреется до 22 градусов, солнечно. В центре Татарстана также ясно, 19-20 градусов выше 0. В понедельник облачно, на пару градусов теплее. Приглашаем на работу поваров, автоматизированные процессы, соцпакет, льготное питание сотрудникам и их детям-школьникам, возможность повысить квалификацию и получить востребованную профессию. Спонсор прогноза погоды – Департамент продовольствия и социального питания Казани. Здоровое и качественное питание – основа здоровья и детей, и взрослых. Как говорится, поел и доволен. В воскресенье будет ясная погода. Днем 20-22 градуса выше 0. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Удачных вам выходных. До свидания.